фамилия Хамаганов, у меня Доржиев. И это так вот решили почему-то. Но началось у нас все как бы случайно, можно сказать. Леонид Купцов, товарищ, с Арша наехал, я его позвал сделать там, помочь по хозяйству. Он захватил Андрея. Ну а Андрей оказался парень рукастый. Смотрю, у меня там лежало пару кедровых досок. Он, смотрю, вырезал шкатулку там, под зеркало сделал рамочку, быстро-быстро. Я у него спросил: ты маринхур можешь делать? А он такой говорит: я типа вообще не видел такого глаза. Ну и все, я вот съездил к главе администрации Тункинского района, привез 2 экземпляра, и Андрей дня за 2, за 3 раз и сделал, ну, так же. Мы купили струны у человека, и получается, он заинтересовался, говорит: а для чего вам? А мы говорим: да вот хотим это, на маринхур поставить. Он говорит: да там нюансов много, надо это. И вот Андрея вызвал, он приехал с Тунки в город, 3 месяца жил, обучался. И это, сделали первый маринхур. Ну, мы как бы стараемся по канонам, там хвост подходит от бурятского жеребца. Не от мерина, не от кобылы. И вот мы как бы придерживаемся всем этим канонам. Да, вот у нас есть такой прославленный певец, заслуженный артист России Митып Шагдаров, занимается конями. И он также скрещивает, получается, чистокровных английских, арабских скакунов с нашими бурятскими кобылами. И вот мы к нему приехали, и у него, он нам сам надергал. А Андрей каждый волос, он с Леней, они каждый волосок как бы один к одному подбирают. Там, ну, там работа кропотливая. Там может быть попасть и от английского скакуна, и от бурятского в один смычок. Ну и в процессе мы начали узнавать, что не каждое дерево туда идет. Верхняя дека из чего сделана, там кедр или ель. И то там определенный распил должен быть, определенный, и каждое дерево не может подойти. Нижняя дека так вообще мы нашли в Тунке, объездили пол-Тунки. И в районе Монт мы нашли ствол дерева, по бокам 2 таких нароста. И когда везли мы до Кырына, там люди как бы такие: о, какое это интересное. У нас хотя есть эти на Шумаке источники или Фонгорули, там есть источники «Мужская сила», где с похожими такими этими сделаны из камня, там, из дерева. А тут он был где-то 6 метров в длину такой, и как бы люди веселились, смотрели, что мы будем делать из этого. Как раз оно даже лежало уже, дерево было такое, ну, пропадала, молния попала. И все, мы это дерево отпилили, привезли, распилили, высушили. И вот получается на нижней деке у нас идет вот эти вот кап из Тунки. Такой он оригинальный, у него и структура красивая, когда мы его, и звук очень хороший дает. Но маринхур — это инструмент монгольских народов. И как бы президент Монголии Элбек Дорж, да, он, получается, сказал, что в каждой монгольской семье должен быть маринхур. Ну а мы говорим: мы бурят-монголы, у нас хотя бы у половины должно быть семей, чтобы в каждой бурятской семье любой мог ребенок сесть и сыграть, там бабушка, дедушка. У нас как бы люди талантливые в Бурятии, ну, поют. И это, чтобы, ну, было доступно, чтобы люди могли себе позволить купить моринхур, сухохур, как бы наслаждаться, отдыхать на мероприятиях, на миланах, на свадьбах. Сделать такой маринхур, как, чтобы наши маринхуристы, да, ну, на концертах в тот же театр Байкал или в оперном, или где, в филармонии нашей бурятской, они как бы исполняли на нашем маринхуре. Хотелось бы пожелать жителям нашей солнечной Бурятии, Забайкальского края, там, Иркутской области, но не только
Ну, вообще в россиянам, что у нас много талантливых людей, просто надо делать руками что-то. Тот же войлок, шерсть, там, вязать, там, рисовать, столярничать. Талантливых много, хотелось бы, да, чтобы ребята руками делали, как говорит Хамбулама наш, 24-й Дабай-Шеев, что у человека от Бога это руки. И человеку надо работать руками. Как бы его вот это благопожелание мы как бы воплощаем, как можем. А там уже люди, эксперты, они скажут, как получается, не получается у нас.